давай узнаем, сколько нас неповторимых разных. В стране великой много нас, успешных и отважных. России важен каждый. Хор лицеистов Назрани поет гимн всероссийской переписи населения. До старта важного события для всех россиян остаются считанные дни. Масштабная перепись населения стартует 15 октября и будет длиться месяц. Всего в республике предусмотрели 154 стационарных переписных участка и столько же автомашин. Все готово. У нас по республике предполагается привлечение более 900 переписчиков. Это 154 участка по всей республике. Они должны быть более 68 тысяч домохозяйств обойти и переписать население. По предварительным данным у нас идет уже по состоянию на 1 января 515 тысяч населения, но результаты переписи покажут, сколько по факту. Впервые перепись населения в России пройдет также и в электронном формате. Каждый может выбрать для себя удобный способ голосования. Принять переписчика у себя дома или ответить на вопросы в режиме онлайн на портале госуслуг. Опрос займет не больше 15 минут. В ходе переписи жители ответят на 33 вопроса, из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность и так далее. 10 вопросов о жилищных условиях. Временно проживающие в России ответят на 7 вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания. К организации работы также привлекут более 100 студентов ИНГУ. Каждого можно будет узнать по спецформе и удостоверению. В последний раз перепись в России проводили 10 лет назад. Специалисты заверяют, ничего опасаться не нужно и заранее развеивают бытующие мифы. По поводу обложения, налогообложения, фискальных органов и так далее. Хочу всех заверить, что с федеральным законодательством вся информация, получаемая в рамках проведения любого обследования, в том числе и переписи населения, несет строго использование только в статистических целях. Более того, она обезличивается и конкретно к адресу, по которому проведено обследование, не привязывается. В агрегированном виде после обработки только в разрезе муниципальных образований. Что самое удобное, переписать можно и себя, и всех членов семьи. Не обязательно, чтобы все они в этот момент были дома. Перепись населения поможет узнать точную цифру численности населения страны, сведения о составе семей, об условиях жизни. Перепись населения покажет, какой прирост населения в каждой республике, сколько детей, насколько за 10 лет увеличилось население. Конечно, это всем нам это нужно для того, чтобы более эффективно вести социально-экономическое развитие каждого региона. Мы будем понимать, насколько у нас увеличилось количество детей того или иного возраста, населения и так далее. Для того, чтобы знать, сколько, например, если говорить простым языком, сколько объектов социального назначения нам нужно построить в каком регионе, и ряд других. То есть для каждой сферы это нужно. Также данные помогут определить точную структуру населения, этническую принадлежность и ряд других вопросов, которые важны для планирования развития нашей страны. Например, данные о национальности помогают узнать, какие коренные народы подвергаются опасности исчезновения, чтобы в будущем по итогам переписи получить господдержку. Безработные, которые дают информацию, также дают понять правительству, что какие проекты стоит вводить для улучшения жизни, какие проекты надо вводить для увеличения рабочих мест. Благодаря переписи государство увидит проблемы в экономике и социальной сфере и переустроит политический курс. Предварительные итоги переписи подведут в апреле следующего года, а окончательные будут опубликованы к концу 2022. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.